Всем здравия. Из Тюкалинска меня вывезли сначала на автомобиле в город Новосибирск, из города Новосибирск самолетом в Улан-Удэ, из Улан-Удэ автомобилем доставили в город Северобайкальск, куда я был вызывался свидетелем по уголовному делу по незаконной вырубке деревьев в количестве 15 штук. Телефон был изъят, опечатан. Подробности, скорее всего, я запишу в ближайшее время. Трое суток я находился в дороге, непонятно в каких условиях. Сейчас нахожусь в хостеле города Северобайкальск. Приму душ и буду спать. Всем всех благ. Слава роду. Уруй Айхал. Всем здравия. Нахожусь в городе Северобайкальск, в центре. Это памятник первопроходцам, строителям БАМа. Небо окутано дымом якутских пожаров. Представляете, какого масштаба там происходит катастрофа? Это здание нашего горсовета. Весь город перекопан. Выборы скоро. Потом будут показывать, как о нас заботятся. Сейчас коротко расскажу, на основании чего я был вывезен с территории города Омск. Не города, а области. По месту моей прописки в поселке Новый Уаян возбуждено уголовное дело по незаконной вырубке деревьев в количестве 15 штук. Я был приглашен в качестве свидетеля. По этому делу может являться свидетелем любой житель поселка Новый Уаян, у кого есть печное отопление. То есть были заданы вопросы, где, когда, у кого приобретал дрова для отопления дома. Сам опрос проводился не более получаса. Транспортировали меня из города Тюкалинск. Была задействована группа захвата в масках. Меня доставили в местный отдел полиции. Телефон был сразу же изъят. По моему требованию предоставить мне адвоката было отказано. Все ссылки указывали на то, что мне будет предоставлен адвокат в городе Северобайкальск у следователя. Этого не было тоже сделано. Об этом дальше. На автомобиле телега была опечатана. Находится сейчас в отделении полиции города Тюкалинск. С собой мне было позволено взять некоторые вещи. Минимальное количество вещей. Даже элементарные средства гигиены, то есть распечатаны, потому что дальнейшая транспортировка происходила на самолете. 800 километров меня вывезли в город Новосибирск.
Там самолетом вывезли в Улан-Удэ. Улан-Удэ тоже полностью окутан туманом и дымом от пожаров Республики Якутия. Там меня передали уже сотрудникам Бурятии. И они транспортировали меня на автомобиле около 1200 километров в город Северобайкальск. Так как дорога через поселок Жигалово размыта, везли меня через город Братск. Ну, то есть в течение 3 суток. Хотя сотрудник Омской чего-то там клятвенно заверял меня, что я буду доставлен в течение суток. Появился я в Северобайкальске на 3-е сутки, поздним вечером. Сейчас происходит моральное давление, оно проявляется в разных формах. Это опрос соседей по любым поводам, то есть ищут во всех направлениях по месту моей прописки. Там я не проживаю, сейчас я буду оттуда выписываться. Паспорт мой признан недействительным из-за плачевного состояния, в которое его привели сами сотрудники. Не в данный момент, а на протяжении последних 2 лет. Слишком часто его просили показать. Так что как минимум неделю я пробуду в городе Северобайкальск. Паспорт признан недействительным. Я не могу приобрести билет даже на электричку. Я могу в любой момент быть задержан или доставлен. Не знаю, какие там формулировки могут предъявить в отделение полиции. В следующий четверг мне назначено прибыть для получения нового паспорта. То есть сейчас мне нужно будет сделать фотографии для получения нового документа, удостоверяющего личность. Тем, кто роет, копает, я уже говорил, я не был примерным гражданином, не обладал какими-то высокоморальными качествами. Я обычный гражданин. Сотрудники отрицают морального давления, но это происходило, так скажем, в легкой форме. От манеры разговора, ведения речи. То есть все как всегда. Лживая система, пользуясь буквой закона, ищет поводы. А теперь подумайте, какую угрозу может представлять один человек, идущий просто по федеральной трассе. Все внимательно смотрится сотрудниками разных служб, внимательно читаются ваши комментарии. Будьте осторожны в ваших высказываниях. Сейчас можно присесть буквально ни за что. Все будет хорошо. Телега стоит, но она катится. Обряд идет. Всем всех благ. Слава роду. Уры. Айхал.